Заработков меньше, но безопаснее. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое новое направление для себя выбирают таджикские мигранты. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Экономическая ситуация в России после западных санкций из-за вторжения в Украину вынудила некоторых таджикских мигрантов искать работу в Казахстане. Мигранты говорят, что в Казахстане зарабатывают меньше, чем в России, но чувствуют себя здесь безопаснее. Десятки мигрантов из Таджикистана работают на оптовом рынке Шарын в казахстанской столице. 35-летний Хамза Бабоев сравнительно недавно приехал на заработки в Астану. На рынке он продает фрукты, иногда работает грузчиком. Раньше я ездил на заработки в Сочи, там хорошие заработки. В Казахстане я зарабатываю меньше, но здесь сотрудники полиции редко придираются к приезжим, а в России задерживают и доставляют в отдел полиции даже тех мигрантов, у которых с документами все в порядке, говорит собеседник. По его словам, в России он в месяц зарабатывал до 70 тысяч рублей, а в Астане его заработок не превышает 40 тысяч рублей. В Астану мы приехали немного раньше. Здешние полицейские тоже задерживают мигрантов, но сразу отпускают или просят привести в порядок свои документы, рассказывает таджикский мигрант Алимджон Камолов. Как вы относитесь к такой смене направления? И стоит ли безопасность таких денег? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам собеседников, в отличие от ситуации в России, преступления на почве ненависти и ксенофобии в Казахстане редки. Но из Казахстана, так же как и из России, ежегодно депортируют большое количество нарушивших миграционное законодательство иностранцев. В 2017 году правительство Казахстана утвердило правила выдворения иностранцев или лиц без гражданства за пределы страны. Решение о выдворении иностранцев из страны принимает суд. Иностранец обязан покинуть Казахстан в указанный судом срок. Летом 2022 года из Казахстана были депортированы 48 граждан Таджикистана и Узбекистана, которые занимались сбором лекарственной фирулы в степных районах. Таджикские мигранты работают и на стройках Астаны. Некоторые из них, как Камрон Раджабзада, приехали в Казахстан после того, как их депортировали из России и запретили в течение 5 лет въезжать в страну. Россия развитее, чем Казахстан страна. Там можно много заработать. Нас депортировали из России из-за отсутствия регистрации. Мы были вынуждены приехать на заработки в Казахстан, сказал Камрон Раджабзада. Таджикские мигранты в Астане стараются чаще общаться между собой, в том числе через созданные в соцсетях группы. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши соотечественники не оказались один на один со своими проблемами, говорит один из активистов Абдувахоп Таджиев. Точное число работающих в Астане мигрантов из Таджикистана неизвестно. Миграционная служба Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в июле этого года сообщила, что в настоящее время на заработках в Казахстане находятся 10,5 тысяч таджикистанцев. По словам собеседников, количество таджикских мигрантов в этой центральноазиатской стране неуклонно растет. Но многие говорят, что риск пропасть без вести для своих родных, а потом оказаться в армии России или быть выдворенным, избитым из-за ксенофобии и тому подобного, делает высокие заработки в России менее привлекательными для них. А как вы думаете, Казахстан будет новой страной, куда перетекут все мигранты? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.